Всем привет! Сегодня 30 марта. Продолжается история с геогенезисом, откуда сначала доля у меня исчезла, которую меня попросили. Потом я был, оказывается, там на работу устроен, меня оттуда еще и сократили. То бишь много интересного. Это видео вы можете посмотреть до этого в ютубе. Долго на ютубе как бы не был, сейчас занимаюсь тем, что восстанавливаю все за это время, так сказать, потерянные связи, и по новой надо наладить работу. Зато республиканское МВД, как и в тот раз, нагрянула ко мне проверка. Как вы уже знаете, я описывал, да, там рассматривать оружие, что я там что-то оружием торгую, еще что-то. То бишь вот это вот интересный случай. И после этого я лишился как бы доли. Зубков попросил меня переписать ее, потому что такие вещи как бы неприемлемы в данной компании. То есть в данный момент пришла бумага интересная с МВД. Я же вам говорил, там либо наркотики, либо еще что-нибудь подкидывать начнут, либо еще какие-нибудь вещи, потому что коррупционная схема, я так понимаю, работает прекрасно в Республике Башкортостан. Никто не собирается ни с чем тут как бы разбираться, так как там не только рука руку моет. Вы уже видели, сколько тут сотрудников подлетели, пока глава начал перетряску МВД. Видимо, еще не все он там перетряс. И как бы начались непонятные вещи опять в мою сторону, где вот опять же начали разбираться прокуроры в части касающихся неправомерных действий завладения таким-то долей якобы моей в данном предприятии. Завладение, это как бы сказано очень так. Это, видимо, МВДшники так пишут, вот они так и пишут, короче. Там же все в видео я четко рассказал, что пришли ко мне сотрудники, после этого меня тупо попросили, короче, с предприятия долю переписать на другого человека. Это не завладение, это идет немножко другая тема, и разбираться надо было как бы либо по совести, либо как нужно. То есть, а так не получилось. Начали меня просто оттуда выживать. И выжили, так сказать, чтобы меня там не было в этой организации. Да ладно. Но как бы сотрудники на себя не берут никакой ответственности, сами же понимаете. Послужили причиной кто? Сотрудники полиции, которые пришли и начали обыск в моей квартире. Мне о чем пришлось доложить своим партнерам. То есть, а партнеры сразу избавились от меня, поняв, что и кто этому был причина, непонятно. Сотрудники на себя, естественно, не берут никакой ответственности за это и отписывают, что у них все нормально было, они работали как положено, да, а то, что человек потерял реальные деньги, реальное здоровье, потому что вся семья заболела ковидом, вся семья переболела, ребенок родился недоношенным после вот этого, после вот этих вот всех действий. Я тут четко говорю, сейчас вот я опять в YouTube выкладываю, потому что тут уже идет на меня конкретный, не просто это, а тут напрямую уже исковерканная информация сотрудниками МВД и антикоррупционного комитета Республики Башкортостан так, что тут уже написано, что вот прямо в этом письме, которое я вам показал, а также, в частности и о других, о получении взятки неустановленными лицами от Павчинского Ивана Михайловича. То есть, далее, как бы все письмо читать не буду, но я не знаю, что там были за маневры. То есть, то меня сначала киллером обвинили, а теперь меня уже в торговле оружием обвинили, а теперь меня уже обвиняют эти же сотрудники МВД в том, что я, Павчинский Иван Михайлович, еще и кому-то неустановленным лицам взятку дал какую-то, для чего, почему, и не знаю, и стал вдруг безработным. И вот не понимаю, дать куда-то взятку, никем не стать и стать безработным. Интересно мне, вот как у нас сотрудники вообще МВД и сотрудники антикоррупционного комитета, вот тут написано, улица Ленина, дом 7, управление экономической безопасности, оказывается, это уже, вдруг нашли, что я еще кому-то взятку дал. Вообще интересная тема. Во-первых, ты и денег не имел таких, чтобы какие-то взятки давать. А во-вторых, интересно вот, по всему вот этому факту, кому, как я дал взятку, вдруг оказавшись
на улице, создав одну из серьезнейших на данный момент организаций, Геогенезис, вдруг лишился доли из-за появления сотрудников полиции. Следом, короче, они мне начинают тут писать, что я кому-то еще там взятку за что-то дал. И вдруг я из этой организации вылетел. То есть, ну, вообще такой сумбур интересный. То есть, я тут понимаю, что четко руководители данной компании связаны, по всей видимости, и с МВД, и со всеми этими структурами. Потому что, говорю, не просто так же сотрудники полиции, когда мы начали как бы в Сибае какие-то движения такие уже серьезные и начали работать с рекультивацией земель. А вдруг, по всей видимости, это все мои предположения. То есть я вам уже говорил о том, что только могут не придумать. Меня там вдруг объявили на местном уровне люди на словах, что я там киллер, еще там кто-то, потому что я спортсмен, стрелок. Далее, я же говорю, началось еще интересно. Меня попросили слезть с доли предприятия за то, что как бы у меня прошли обыски и все это вот так произошло. То есть, откуда этот обыск взялся, для чего он был сделан, вообще как бы, интересная штука. И тут наклевывается, что как бы серьезная коррупция, я говорю, идет какое-то покрывательство просто. И сейчас вот уже обвиняют в каком-то взяточничестве, еще в каких-то там, то есть кому взятку дал, зачем взятку дал. То есть у нас сотрудники так и не оставляют возможности, как бы человека, который нормально ничего не нарушал, никакой закон, хотя пришли, тут все проверили, у меня все было нормально, но тем самым лишили меня доли в предприятии и лишили здоровья мою семью и меня, мы все там болели потом после этого 2-3 месяца, еще ребенок родился раньше срока, разрушили, то есть полностью всю мою жизнь, после этого еще и ищут теперь повод, что я кому-то дал взятку, для чего-то, для кого-то, непонятно. То есть, смотрите в Ютубе, я опять записываю это, если что-то начнет происходить опять со мной, говорю, что там опять меня киллером там объявят, или опять оружием я буду торговать, наркотиками, кому-то там куда-то взятки давать, вдруг вот это видео, как бы оно есть подтверждение, что никому я ничего не давал, никого не знаю, и не нужны мне были эти вещи. Я начал заниматься охраной природы опять, в Сибае, в Стерлитамаке, я всегда этим занимался. То есть, и опять здесь кому-то, как я понимаю и предполагаю, по коррупционной схеме не понравилось, что я занялся рекультивацией земель, опять начал работать с содовскими отходами, начал звонить, узнавать, как мы сейчас вот хотим и можем их перерабатывать. То есть, началось опять. Это мои действия в отношении работы по экологии в Республике Башкортостан. И тут же меня начали обвинять, то киллер, то еще кто-то, то там. В общем, старая схема опять начала работать. То есть, значит, как бы новый глава республики, то есть теперь уже не новый, вроде нормально перетряхнул там всех, но, видать, не всех еще перетряхнул. То есть, так и не дают работать, и не дают заходить на переработку ни земли, ни воды, так и льют все в эту белую. Я же вот без конца показываю, что там в белой творится. То есть, по всей видимости, и продолжается обратно та же самая политика, когда можно все переработать, можно все спокойно с этим, как бы есть технологии, все можно и отстойники переработать, и сухой остаток переработать. А тут начинается вот опять. Всем привет еще раз. Сегодня уже 30 марта я записал видео по поводу того, что произошло. Пришла бумага, 29-го ящика ее кинули. По всей видимости, там какие-то действия уже были сделаны, так как бумага приходит уже после определенных каких-то действий, произведенных там с выяснением геогенезиса, и где как бы обратно поднимаются эти же темы, которые происходили, о том, что сотрудники ни в чем не виноваты. Не понимаю, как они не виноваты, когда пришли люди без масок, никаких не предъявили, ни QR-кодов, ничего. То есть политика опять двойных стандартов. Тогда была пандемия, но они никакой пандемии ни на что не обращали, не валились, притащили соседей с собой кучу. Сами пришли, на них ни масок, ничего не было. Люди просто пришли. После этого заболела вся моя семья. То есть и я, и мама ребенка, и ребенок родился раньше времени, и мама моя, как бы пенсионерка, тоже заболела. Вариантов тут нет других. Другие люди не приходили в квартиру, пока они не пришли, не притащили вот этих определенных.
Ну, то есть и без вариантов. Там ни других людей, никого там больше не было в этой квартире. Мы старались туда больше никого не звать. И никто туда не ходил никогда. Я приходил туда. Ну, это я все описывал. Ладно, это неинтересно. Давайте скажем о том, чего произошло до того, как появилась вот эта бумага 30 марта 2023 года. То есть сейчас. О том, что там про какую-то взятку говорится, которую я якобы дал. До этого произошел интересный случай. На трассе я ездил как бы по своим делам, то есть, ну а так как я начал и продолжаю заниматься экологией, я предполагаю, это вот все как раз оттуда и плывет, с этой экологической темы. Кому-то очень сильно в республике не нравится, что я все время держу на контроле любые из там и отвалы, и тут переработку как бы содовских отходов, и это все пытаюсь как-то сделать и улучшить наши экологическое состояние нашей республики и больше перевести ее все-таки в туристическое направление, потому как предприятия, я так считаю, что очень сильно себя уже отжили, и модернизация их это просто, ну, ни к чему не приведет. Надо либо новые предприятия, либо уже как бы дать людям здесь развивать совсем другие виды деятельности. Ну, это, опять же, мое сугубо личное мнение. Видимо, кого-то оно не устраивает. Поэтому до того, как пришла эта бумага, прям некоторое время, не буду записывать на какой трассе, что, где и как, но меня попытались столкнуть с дороги. Кто-то скажет, паранойя, там, еще что-то там, да кому-то нафиг нужен. Да-да, никому я нафиг не нужен. Ну, получается, что, как оказывается, нужен. Там была вариация такая. Утро, там, 7-8 час. Еду по своей полосе, никого не трогаю. Как бы резко передо мной. То есть я обгонял эти автомобили. Потом они обогнали меня опять. Там, ну, оно вот так вот. То есть там неоднократно бывает, встречаешься на трассе с одними и теми же. И вот эти как бы были здесь. Но интересно не то. Я начинаю догонять автомобиль, как бы все нормально, они идут по своей полосе. Я иду по своей. Тут резко одна из грузовых машин переезжает на полосу моего движения. То есть и мне без вариантов либо залетать мордой под нее, либо уходить на другую полосу. Я ухожу на другую полосу, но впереди нее как бы, и она не собиралась его обгонять, а просто перекрыла мне дорогу. Находится еще один грузовой автомобиль. То есть и мне некуда деваться. И я как бы пытаюсь оттормозиться, но это не спасает, потому что дорога ледяная, все-таки АБС, и все сработало. Благо, машина такая серьезная. И, ну, как бы, я не знаю, то ли дело случая, то ли просто водительское мастерство за долгое время. Я втисываюсь между ними. То есть я не попадаю, не залетаю под фуру, а остаюсь на трассе, но я попадаю между ними. Автомобиль, который меня подрезал, резко уходит вперед, то бишь и сразу начинает уходить. Меня откидывает в отбойник, от отбойника откидывает обратно в грузовую машину, но я уже поймал свой автомобиль, как бы обгоняю фуру, останавливаюсь на обочине, фура не останавливается и уходит сразу. Ну и то бишь далее вызванные гаишники туда-сюда приезжают, смотрят на весь материал, то есть оба участника ДТП скрываются. Тот, кто подрезал, тот, об кого я ударился, отлетел, остановился, оба скрываются. Вот в чем весь интерес. И далее сотрудники, приехавшие, говорят, смотря на видео, говорят, да здесь виноват только ты, больше никого нет, остальных нет, мы даже искать их не будем. То есть, ну вот и все, и приехали. И вот сейчас, когда я увидел это письмо, думаю, ага, вот как раз промежуток, я говорю, кто-то скажет, что это паранойя. Но если хорошенько проследить причины и следствия, то паранойи тут нету. Стечение обстоятельств, ну вряд ли. Просто кто-то пытался уже, в связи с тем, что я начал опять действия по работе с экологией, я просто пытался физически меня устранить. То есть и тут бы, да, меня размазывало бы, но тут уже как бы дело того же самого, ну не случая, как говорят, с ними Бог, а с нами его мать. То есть и попытки просто так грохнуть меня,
уже не увенчались у ребят до этого, как бы, которые были, а там неоднократно пытались люди, я так предполагаю, это сделать. И сейчас тоже не получается. Эти попытки, это не они пытаются всеми способами. И тут придумать, что я киллер, еще там кто-то, чем-то торгую, наркоман, там, что только люди не придумывали, бедные, ну, как они изощрялись с этими вещами. И сейчас продолжают изощряться вот такими уже способами. Ну, то есть, если что-то со мной произойдет, то понимайте сразу, что вот тема геогенезиса, тема вот этого прихода сотрудников МВД, из-за которых пострадал, это вот, как я предполагаю, детали одного и того же. То есть моя работа в Республике Башкортостан по экологии, работа как раз и продвижение по там содовским отходам, я тут начал выяснять, что да как по сухим остаткам, то есть чтобы как-то улучшить республиканское состояние и земель наших, и воды, и этого. Вот это вот все в комплексе вызывает такие вот действия в отношении меня. Ни больше, ни меньше. Это вот мои предположения, просто я опять записываю видео, потому что когда потом скажут, о, он там какой киллер, он там кому-то наркоту продал, сам на наркоте сидел. Все это глупости, ребят. Это старые методы работы нашего аппарата. То есть, а вот попытки уже физические, там где-то на трассе спихнуть, в машину что-то подкинуть, там что-то наделать, ну это вот, это все оттуда. То есть ничего нового не используется, а все делается, как и делалось раньше. То есть, если человек не угоден, тут же начинают с работы увольнять, там начинают придумывать статьи, еще что-то. Как у нас говорится, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. То есть и в своей проблеме я точно, ну это не моя проблема, это проблема, общая проблема экологии республики и всего нашего земного шарика. И если уж тут так сильно люди упираются, что они не хотят это делать, так не делайте сами, дайте делать другим. То есть не мешайте хотя бы, а то вы начинаете еще мешать, еще и как бы, я предполагаю, говорю, что вот все вот эти движухи в отношении меня, а это просто не что иное, как опять попытка, там была попытка запугать меня, когда сотрудники пришли и начали вдруг проверять меня на оружие, чтобы я отказался от соучредительства. Я отказался от соучредительства, потому что меня вынудили это сделать, и там писать про какое-то там завладение долей, еще что-то, ну, это глупости полнейшие. То есть тут же все видно, как все это сделано. Ну, даже логически не надо ничем размышлять. Тут попытка скинуть меня с трассы, покалечили машину, там, ладно, машина там нормальная, меня не покалечили. Следом приходит, сначала-то я думал, что это просто так, а следом приходит, опа, бумага, там оказывается уже более месяца, может, или там 2-3 недель, идет какое-то расследование там в отношении непонятных там действий, ну, опять же, я не понимаю, просто я хочу добиться от сотрудников полиции четкого, ну, понимания. Они устроили, честно говоря, своими действиями не просто проблемы, они, ну, как бы, как это вот выразить-то правильно, мало того, что все заболели в семье после этого, и они ничего за это, ну, никакое наказание не понесли, эти сотрудники. Тот, кто подписал все эти заявления, его там за какие-то действия, то ли взятку, то ли еще что-то, и привлекли, он подписал бумагу, эти пришли ко мне, заразились у меня все в семье, то ли от них, то ли там от тех, кого они с собой привели как свидетели, непонятно, но проблема-то есть, она была, она зафиксирована, что ребенок родился, что, получается, супруга у меня попал с ковидом, это все задокументировано. То есть, и это все после того, как сотрудники побывали в моей квартире с досмотром оружия, когда вывернули все, там, посмотрели, а по факту их ничего не интересовало. То есть, вот такое вот интересненькое действие. А тут еще попытка снести меня с дороги. Я говорю, кто-то подумает, что это паранойя, но я совсем так не думаю. Есть четкое, прослеживается, по крайней мере, четкие действия в определенных вот этих вот вещах. Раз и увольнение, раз там
отправили туда, потом здесь попытка столкнуть с дороги, здесь следом не получилось, пишут, что там кому-то взятку дал. Вообще интересно. Интересно жить, говорит, не запретишь. А мы живем все время интересно, получается.